Так, мы начинаем занятие, я записываю, и я сейчас включаю режим показа экрана. И давайте мы продолжим изучение наших аффиксов. Так. Вы сейчас должны видеть таблицу аффиксов, которую мы проходим. И смотрите, сейчас мы будем изучать следующий класс Шатхан Четкен. В прошлый раз мы прошли Жан-Жен, теперь Шатхан Четкен. Это, тут назвали прошедшее определенное. Сейчас мы будем разбираться, что за аффиксы. И они выглядят таким образом. Я тут подобрал примеры. И вот смотрите. Так, давайте еще раз. Вы меня видите? Нет, рабочий стол? Мой рабочий стол видите? Нет, я хочу удостовериться. Так, если видите, пистурспирнир. Так, пистурспирнир. Так, я сейчас на этот вопрос отвечу. Хорошо, знаете, там дело в том, что Жан-Жен я дал краткую форму, которая сейчас у нас употребляется в языке. Допустим, паржан мын. Допустим, да, мин паржан мын. Полная грамматическая форма такая должна быть. Я шел обычно, да, паржан мын. Но сейчас вот этот аффикс жан мын, он сократился до паржам. Давайте я отдельно сделаю занятие еще раз по паржан, допустим, да, по сокращенной форме. Почему, как эти аффиксы сократились, я сделаю отдельно. Просто я сейчас продолжу вот ту логику, которую я приготовил на сегодня, и я потом отвечу на вопросы, хорошо? Давайте так, вот Шатхан Четкен. Смотрите, какой смысл этого аффикса? Допустим, вот я тут написал примеры, да, для понимания. Темир, Ниме и Че. Тимир, Ниме и Че. Что делает Тимир? И вот человек отвечает: Ибзер Паршатхан. Ибзер Паршатхан. Можно сказать Ибзер Парща, тогда это будет идет домой. Тимир Ибзер Парща. А если Ибзер Паршатхан, это уже прошедшее время, да, я видел, что он шел домой, но сейчас, на данный момент времени, я не знаю, где он. Но вот недавно, вот он шел домой. Поэтому тут перевел, он шел вроде как домой, да. И тут, смотрите, я тут пытался пояснить, действие происходило совершенно недавно. Вот он шел домой, вот недавно шел домой, но говорящий уже не уверен, что действие продолжается и сейчас. И вот, допустим, Тимир Немечи, что делает Тимир? И отвечающий, он не знает на самом деле, чем он точно занимается. Но недавно, вот недавно он домой шел, и я это видел точно. И вот именно за это ощущение времени отвечает вот этот аффикс Шатхан Четкен. Дальше посмотрим. Ипшин нименен айгысша. Ипшин, твоя жена, нименен, чем айгысша занимается. Жена чем занимается? Ну, муж может ответить, да, нумырхы хар шатхан. Хар буквально жарь, да, нумырхы, буквально яйцо. Ну, вот глазунья жарила, вроде как. Нумырхы хар шатхан. Ну, вот 5 минут назад я видел, что она глазунья жарила, а теперь я не знаю, чем она занимается. Я вышел из дома, а меня раз на улице и спросили. И почему не минайгася? Нумырхы хар шатхан. Я видел, что она вот, да, недавно вот готовила глазунья. Вот. А теперь точно не знаю, может быть, она сейчас на диване там сидит или кино смотрит. Но когда я выходил, нумырхы хар шатхан. Ирын хайда. Ирын твой муж. Ир муж, Ирын твой муж. Хайда, где? Где твой муж? Усупшатхан. Спал вроде как. Да, вроде как и Усупшатхан на тот момент. Да, вот, недавно он спал, а сейчас не знаю, спит или не спит, не уверен я, в общем. Усупшатхан. И сейчас он в пределах доступа, да, но я не вижу, потому что. Хазын ниме иче. Хазын, твоя дочь, ниме что делает, чем занимается? Дочь что делает? Смартфон да кино көрсеткен. Ну, понятно, смартфон, да, на смартфоне да кино смотрела.
Вроде как, а сейчас не знаю. Кинокерщиткан. Смотрела кино недавно, а сейчас не уверен, чем она занимается. Ну, чуть-чуть недавно она кинокерщиткан. Лена немейче. Лена что делает? Органде щатчатхан. Орган буквально кровать, да. Диванде, можно сказать, чатчатхан. Лежала, но сейчас я не знаю, лежит ли на диване или, может быть, за компьютер уже села, да. Органде щатчатхан. Вот этот чатхан читкан отвечает за недавно совершенное действие, но говорящий, отвечающий уже не уверен, что тот человек, который что-то совершал недавно, продолжает делать и сейчас. Он это делал раньше. Вот. Ибзер паршатхан шел домой, вроде как. Нумрха харшатхан, да. Успшатхан, ну и так далее. Вот домашнее задание. Давайте мы пропишите те глаголы, которые вы знаете, примерно в диалоговой форме, в такой же форме надо будет прописать примеры. Ну, также кратко, допустим, да. Так, давайте теперь дальше. Вы меня видите? Нет? Так. Так, было видно, да, сейчас? Я продолжаю дальше. Так, көрінгенме, было ли видно? Если я, то 5. Писторс, пример. Так, анангадар далее. Пословицы и поговорки. Разберем тут несколько примеров. Постың харағы кізенен артық. Когда можно сказать и применить эту пословицу, что когда сравниваешь то, что свой взгляд на вещи, он лучше чужого в любом случае. Да. Когда сам посмотришь, надежнее, чем выслушивать или пересказ от другого человека. Поэтому дословный перевод постың свой, харағы свой взгляд, свой глаз, да. Кізенинан, человек, кізенинан другого человека, артық лучше. Вот дословный перевод. Свой взгляд лучше другого человека. Ну, это тоже примерный перевод. Дальше. Шахсы кирек позы поздн махтапша. Шахсы кирек позы поздн махтапша. Если быстро, да. Шахсы кирек — хорошее дело. Позы сам позн себя махтапша. Махте буквально хвали. Махтапша хвалит. Хорошее дело само себя хвалит. Ну, тут почти дословный перевод, почти точный. Дальше. Хысхан кізі рықсақстық. Хысхан хызғырға. Хызық буквально голодай, терпи нужду. Да, в общем, ну, большей частью голодать. Хысхан кізі, человек, который голодал. Рых сағыстық. Рых далекий. Сағыс ум. Сағыстық с далеким умом. Человек, который голодал, как бы думает далеко, думает дальше, да. Ну, более углубленное, имеет понимание о каких-то вещах, о каких-то проблемах. Хысхан кізі рых сағыстық. Тот, кто терпел нужду, думает далеко. Иртежил кізі икі үлстік. Вот эту пословицу любят старшие говорить младшим. Иртежил кізі икі үлстік. Иртежил от слова ирте, рано. Иртежил тот, который всегда рано встает. Ранний человек, скажем так, да. Кізі человек рано встающий. Икі два. Үліс буквально судьба, доля. Икі үлстік. Имеет две доли. Ну, русский аналог, кто рано встает, тому Бог подает. Да? Буквальный перевод, тот, кто рано встает, имеет две доли. Иртежил ранний кізі человек, икі два үлстік с двумя долями. Да? Вот это дословный перевод. Ну, такие пословицы, их можно применять в жизни. Ну вот, шахсы кирек позы поздн махтапша. Мне нравится вот эта пословица, допустим. Иртежил кізи и кульстук. Тоже как бы, да. Ну вот, кто любит трудиться, вот, это относится к ним.
Ну, вот это пословица поговорки. Так, ну поехали дальше. Теперь дальше мы прочитаем текст. Текст. Текст взят из газеты «Хабар» за 22 октября, за сегодня. И мы прочитаем следующее сообщение. Этнография же плезин сынхты. Этнография же по этнографии. Плес знание. Плезин свои знания. Свое знание. Сынхты проверь. Проверь свои этнографические знания. Бір ноябрьді Хакасия шұртық жылары Россия шонарын хайди шақсы пілшіткенерін этнографияның ұлық диктанты акцияды сынықтирлер. Сынықтирлер будут проверять акцияды. В акции будут проверять. В какой акции? Под названием этнографияның ұлық диктанты. Улух большой. То есть этнографический большой диктант акции. Да? Что будут проверять? Пилчеткенерин. Так. Пилчеткенерин. Как хорошо знают. Шахсы хорошо. Пилчеткенерин знают. Как хорошо знают. Как хайди. Хайди. Как хорошо. Пилчеткенерин знают. Что должны проверить? Россия шоннарын. Шон народ, шоннарын народы. Российские народы. И когда 1 ноября, 1 ноябрьде Хакасия шуртак жылары. Шуртак же житель. Жители Хакасии. И вот получается 1 ноября жители Хакасии, Россия шоннарын, российские народы, хайди шахсы пілчіткенерін, как они хорошо знают, имеется в виду, как хорошо знают российские народы. Этнографияның улуг диктанты, этнографический большой диктант, акцияда, в акции будут проверять. Шонар арасындағы диктант пүл төртінші хати иртілше. Иртілше, иртірілше, прошу прощения, проводится, иртірілше проводится. Төртінші хати, төртінші, четвертый раз, хати раз. Четвертый раз, пүл в этом году, диктант. Шоннар арызындағы, шоннар народы, арызы между, арызындағы между народами. И вот получается, шоннар арызындағы международный диктант в этом году, төртінші хати, четвертый раз проводится. Акция араласшыларына 45 минута арызына 30 сұруға нандырарға керек. Нандырарға керек — это сложный глагол. Нандыр — ответь. Нандырарға — ответить нужно. Сурыға, думаю, что это слово вам понятно. Вопросы. 30 сұруға, на 30 вопросов нужно ответить. 45 минута арызына. Арызына за 45 минут. В течение 45 минут. Да? Акция араласшыларына. Араласшы — участник. Араласшыларына — участникам акции. За 45 минут на 30 вопросов надо будет ответить. Ирткен жылды Хакасияның 1777 шуртық жазы диктант пазырында араласқан. Араласқан участвовал. Кто? Шуртық житель. Шуртық жазы жители. Чего? Хакасии. Хакасияның. Сколько жителей? 1777. Ну, цифру видите, да? Жителей. Диктант пазырында. Диктант понятно. Пазыры — написание. Пазырында в написании диктанта участвовали. Когда участвовали? Шылды в году. В каком году? Ирткен. В прошедшем году. Вот получается, в прошедшем году
иртканчылды. Хакасияның Хакасии 1777 чуртық жызы жителей диктант пазырында в написании диктантов араласқан участвовал. Оларға 17 площадка тоғынған. Тоғынған работал, площадка работала, да. Площадка работала. Оларға, оларға им, олар они, оларға им. Им 17 площадок, ну буквально тут работала, да. То есть было предоставлено 17 площадок. То есть работала для них 17 площадок. Диктант салтыры хостыры шер суғжиларыбыз 6-6 пір бал көзіткінір. Көзіт показывай, көзіткен показывал, көзіткенер показывали. Баллы показывали. Сколько баллов? 66,1 баллов показывали. Кто? Шер суғжиларыбыз. Шер суғжи это... Так, шер суғжи, не сородичи. Так, ну в общем... Те жители, которые живут у нас в Хакасии, да. Шир суғжиларыбыз, жители Хакасии. Диктант салтыры хостера. Диктант салтыры результат. Хостеры по результату. Салтыры хостера по результату. Диктант салтыры хостера по результату диктанта. Шир суғжиларыбыз, жители Хакасии 66,1 балл показали көзіткендер. Тексі Россияда по көзідім ортымақты илікшіті шеті балға теңнелген. Теңнелген было приравнено к 57,7 баллам ортымақты в среднем. Ортымақ средний, ортымақты в среднем. В среднем где? Тексы Россия, да. Тексы целая, общая, да. Во всей России. Пу это көзедин пример. Во всей России этот пример в среднем показал, был приравнен к 57,7 баллам. Ну, в общем, вот такой краткий текст. Ну, надеюсь, я, конечно, тут как бы быстро проговариваю, но думаю, что на видео можно будет потом их прокручивать несколько раз, и каждое слово можно потом, если непонятно, думаю, что можно на видео повторять, прокручивать много раз. Ну, на вроде бы сегодня все, 3 раздела пришел. И в следующий раз на завтра, вот, Сарина, мне еще раз вы свой вопрос повторите, пожалуйста, по аффиксам. Я приготовлю вот по жан-жен специально, да, почему вот по чем, вот. Это краткие формы, я потом подготовлю, почему так получилось и как это получилось, потому что действительно немножко непонятно вот с этой формой. Чем алгыс болсын, спасибо, сұрғылар бар ба? Сұрғылар бар ба? Вопросы есть? Если вопросов нет, то на сегодня мы задание сегодняшнего урока завершаем. Че алгыс болсын, поза тоғас ханжа, тоғас шабыз таңды. Тоғас шабыз встречаемся таңды завтра. Ирда 6:30, 8:30. Че аным жоқтыр, поза тоғас ханжа.